Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кому вы очень-очень нужна? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Итак, кому же вы очень-очень сильно нужны? Отсыпка у нас общая, имейте это в виду. Но раз вы попали на это видео, значит и для вас здесь есть ценная информация. Смотрите, вот он образ мужчины. Мужчину мне показывают мускулистого. Либо он спортом занимается, да, у него прям мускулы есть. Либо он, в принципе, такой сильный мужик по жизни идет. Мужчина, который любит головные уборы. Либо часто вот на нем какие-то шапочки, кепочки. Может быть, как, знаете, по вере ему положено носить что-то на голове. Но прям постоянно он в какой-то шапке находится. Либо любит их носить, либо так положено, да, чтобы он эту шапку носил. Как отличительная черта, да, на голове постоянно что-то есть. Также показывает, что мужчина с вами, на вас, вернее, да, не с вами, на вас имеет очень серьезные планы. Планы на любовь, на счастье. Ему хочется вас, к себе на руки взять, что ли, да, на руки взять и носить. У мужчины сейчас одна нога, как говорится, на вашем берегу, а вторая нога на другом берегу. И там на другом берегу какая-то другая женщина прям за него схватилась. Схватилась не только руками, но и, вот знаете, прям впилась в него, как пиявище. И не хочет его отпускать. А он даже на нее не смотрит. Он смотрит только на вас и вашу сторону. А эта пиявка прям действительно конкретно так присосалась. Вот не отпускает, не дает ему сделать конкретный шаг к вам и в вашу сторону. Так, сдается мне, девочки, вы смотрите на мужчину, вернее, вы очень-очень сильно нужны мужчине, который не свободен. Не свободен. Либо у него такая вот мама, собственница, да, которая его не отпускает. Может быть, этот мужчина из другого города, либо с другой стороны. Опять же, да, родственники не пускают. Вот не едь к ней, там, не едь в чужую страну, не бросай там своих родителей и прочее. Ему тяжело сейчас, у него сердце не на месте, понимаете, тяжело. Какой-то сложный выбор, даже не так. Этот сложный выбор для него очевиден. Он хочет вас, вы ему нужны, он к вам хочет, вас он любит, с вами он видит свое будущее. Но его не пускают, ему не дают сделать этот конкретный решающий шаг. Видите, вот ноги, видите, одна на вашем берегу стоит нога, а вторая на другом берегу. И здесь вот она пиявище сидит. И руками, и ногами вцепилась в него. Не отпускает. Понимаете, не отпускает. Еще постоянно что-то говорит. Как, знаете, как в чем-то его обвиняют. Что ты там должен, ты обязан. Ключ между вами. Ключ от совместного счастья. Сейчас я хочу посмотреть на эту пиявку и что с ней будет. Отцепится ли она когда-нибудь? Отцепится 100%. Возможно, этой пиявке что-то будет обещано, либо выплачено. Может быть, там денег ей достаточно будет дать, и она отстанет. Либо какое-то обещание дать. Может быть, даже что-то на нее записать, переписать. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Время. Здесь от месяца до полугода идет время.
чтобы он сделал этот решающий шаг. Но вы ему нужны, смотрите, вот ваша карта бланки и карта за вами семьи идет. Вы ему нужны, к вам он хочет. Ладно, что этой пияющей надо? Что вообще это за человек такой? Зачем она так к нему прицепилась? Что это такое? Но она боится потерять этого мужчину. Боится, что он женится на вас. Либо он ей озвучил, что он решил на вас жениться, что вы ему нужны. Либо в принципе опасается, да, зная, что вот такой он мужчина. Кто эта пиявка? Кто эта пиявка? Здесь очень похоже на семейные все-таки отношения. Семейные. Там что-то по закону было. По закону. Хорошо начиналось, плохо закончилось. Змея выходит. Сказала пиявка, змея. Так, опять же, девочки, все разные, да, у кого-то отыграется, что действительно мама, а у других отыграется, что женщина, жена, либо бывшая жена. Смотрите, какие сочетания карт. Змея и лиса. Вы понимаете, да, с кем вы имеете дело. По карте ребенок, наверное, таки не понимаете. Либо вы слишком наивная, да. Представляете, ребенка зажали змея и лиса. Вот что это за адское сочетание? Ладно, страшна вам эта женщина? Судьба? Нет, 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 нет. Облака. Но не страшна она вам. Просто надо переждать, перетерпеть. Такое испытание по судьбе, чтобы быть с тем, кто полюбит, либо любит, и с тем, кого полюбите, либо любите вы. Вот такое страшное испытание по судьбе. Надо переждать, надо дождаться, и все будет хорошо. Я хочу посмотреть, как вы к этому мужчине относитесь. Как вы относитесь? Как вы вообще относитесь к этому варианту ждать, да, ждать? Смотрите, в принципе, вы не против ждать, но вам нужны гарантии, что он точно, видите, приедет в ваш дом. Для вас пока это как тайна, как секрет. Вы не сильно в это верите, либо не сильно этому доверяете. Стоит ли вам в это верить, доверять? Ах, девочки, идет такая информация, что вы, как наивный ребенок, да? Либо он к вам относится как к ребенку, то есть жалеет вас, да, не рассказывает всех тех ужасов, с чем он живет, да, его реалии жизни. Вы, может быть, считаете, что он, голову вам морочит, да, что он тратит ваше время. На самом деле вы очень много не знаете о его сложностях, о его, извините, беде, да, как ему тяжело. Представляете, вот он вас любит, к вам хочет. Ничего с этим поделать сейчас не может. И вам, правда, он не может сказать. Понимаете? Не может. Он вас бережет, кстати. Поэтому правду не говорит. Либо знает, что вы горячая, что вы можете деловно делать. Но здесь явно мужчина не свободный. Либо, семейно обязанный, да? То есть обязан своим родителям, либо родители ему это внушают, что он им обязан. Очень сложная, кстати, ситуация между вами. Вы даже в неравных положениях. Вы выше находитесь, он ниже находится. Он как в болоте застрял. В болоте. Знаете, вот есть такая поговорка: сытый голодному не верит. Вы свободная женщина, у вас крылья есть, да, куда хочу, туда лечу. А он нет, он погряз в этом болоте, и оттуда очень сложно из этой пучины вырваться. Но вы ему очень нужны. И я вам даже больше скажу. Ради вас, либо для того, чтобы быть с вами вместе, иметь такую возможность, этот мужчина готов на любой шаг, на любой роковой шаг. Да, так что здесь сомнений нет, что он вас любит и что вы ему очень-очень сильно нужны. Видите, как ошибки молодости, либо такое воспитание он получил, либо он слишком добрый, сердечный, да, и из-за этого такие проблемы и у него, и у вас. И у вас. Так. Девочки, вы его точно знаете. Если у вас никого нет, ни в жизни, ни симпатии, это не ваша отсыпка.
Здесь у меня идет, что вы его точно знаете, между вами есть отношения, между вами есть любовь. Да, вы можете быть не вместе в моменте здесь и сейчас, но то, что любовь есть, это точно. Любовь на расстоянии. Да? Вы сейчас в разлуке находитесь. Мужчина не свободный, либо с родителями какие-то проблемы. Кстати, возможно, даже как вариант отыграться может ситуация, что вы принадлежите к разным культурам, к разным национальностям, к разным вероисповеданиям. И, например, его семья там категорически против, чтобы вы были вместе. Но ради вас, я серьезно говорю, он даже веру может поменять. Он, не вы, он может поменять. Он может отказаться от всей своей семьи. Вот они еще его тут будут клевать, доведут его, и он отрубит все связи с ними, да, зарубит прямо на корню все связи с ними. Потому что он чувствует, что вы его жизнь, и вы его судьба. Так, что вы еще должны знать, кому вы очень сильно нужны, помимо этого мужчины, который вас очень любит и к вам рвется. Здесь вы еще очень нужны своей семье, своим близким. Если у вас есть дети, вы нужны вашим детям. Если у вас есть родители рядом, либо другие родственники, вы им очень нужны. Тут идет информация о том, что вы очень умная женщина, очень смелая, очень активная. Да, не зря я сказала, да, дело можете наделать. Ваша смелость нужна, как защита нужна, да, ваша защита нужна вашим близким. Вот они как будто бы вот во всем полагаются на вас, во всем, потому что знают, что вы никогда не пройдете мимо, не оставите, не отвернетесь. И как бы вы там не воспитывали ваших близких, все равно их очень сильно любите, очень сильно любите. Это идет. Так, еще у кого-то отыграется, что вы очень нужны в своем деле, либо на работе, да, в коллективе, где вы работаете. Сдается мне, что вы обладаете каким-то мастерством, недоступным другим людям. Вы в своем деле, просто профи. Вы способны на какие-то шедевры, либо для вас ваша деятельность — это как полет души, да, вы как закрыв глаза можете все сделать, и сделать так, что другим и не снилось. Если вы работаете сами на себя, то ваши клиенты, ваши заказчики просто на вас молятся, насколько вы гениальная, насколько вы серьезная, ответственная и насколько шедеврально вы делаете свою работу. Если вы работаете на кого-то, у кого-то, да, как наемный сотрудник, то ваш самый главный начальник, мужчина, либо женщина, либо мужчина с женщиной, может быть, да, эти люди, они просто ходят в церковь, свечки за вас ставят, да, и боженьки спасибо говорят, что вы оказались в их коллективе, да, под их началом. Вы такой человек, с вами хоть в огонь, хоть в воду, понимаете, никуда не страшно. Себя вы, конечно, так высоко не цените, к сожалению. Не знаю, то ли какая-то врожденная скромность, то ли воспитание. Да? Скромненькая вы девушка, женщина. Что есть, то есть. Что есть, то есть. Мне вообще идет, что вы украшение в жизни. Да? Люди, которые вас окружают, особенно мужички, они так на вас смотрят, и глаз радуется, и сердце радуется. Но вы реально очень красивая женщина. Помимо того, что вы красивая, вы очень умная, остроумная. Вы к любому можете найти подход. Вы душевный человек, душевный, очень душевный. Это и есть. Женщины, конечно, вас недолюбливают, потому что они очень погано выглядят на вашем фоне. Опять же, ревность всякая может происходить, зависть. Близкие женщины вас очень любят. Мама, сестра, дочка, внучка, да, очень любят. Хотят быть как вы. Пример с вас берут. Да? Вы пример для них. Идеальный пример, так назовем. Так, девочки, что вы должны для себя знать? Вы должны знать, что в этом году у вас в личной жизни бурные перемены намечаются, очень бурные перемены. Если вы не испугаетесь, если вы счастливой стать захотите, вы счастливой станете. Потому что здесь явно будут происходить
сближение с очень хорошим мужчиной. Не могу сказать, это он, либо какой-то другой, но вот прям очень хороший. Он перед вами открывает дверь не только в свое сердце, но и в свой дом. А дом у него такой, знаете, серьезный, красивый, большой. Кто хочет замуж, в этом году успеете и договориться, и предложение получить, и замуж пойти. Кто хочет замуж. Поэтому, девчонки, год очень такой результативный, но при условии, что вы не будете бояться. Здесь это главное условие. Потому что вы можете и испугаться, и отвернуться, и уйти в себя. Ну, есть такое. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя и почаще думайте о себе, да? Живите для себя. Для других еще успеете пожить, для себя поживите. А в этом мужике не сомневайтесь, он вас любит и любит очень-очень сильно. Он придет к вам, он вырвется, он найдет такой способ, либо все прям обрубит на корню, либо договориться с ними, и к вам он вернется. Ну, либо с ней, да. Договориться придет, он еще придет. Мои хорошие, всем спасибо за внимание, всем пока-пока.